Вечером 29 июня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Дзунхемческий поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания автомашины УАЗ пострадали подростки. По прибытию на место происшествия предварительно установлено, что отечественным внедорожником управлял 13-летний житель города Чадана. Так, 7 подростков в возрасте от 12 до 14 лет, они направились в село Бажаналак. На обратном пути уже в 19 часов 58 минут, севший за руль другой 13-летний житель города Чадана, в силу своего возраста и неопытности, конечно же, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автоаварии несовершеннолетний водитель погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Остальные же 6 пассажиров, эти подростки, были доставлены в медучреждение. Они были отпущены на амбулаторное лечение. Родным и близким погибшего мальчика выражаю глубокое соболезнование, стойкости и мужества в такой трудный момент. В город Чадан выехала рабочая группа правительства в составе представителей Министерств общественной безопасности, образования и науки. В целом слабо работает социальный блок по организации детского летнего отдыха. В нынешних условиях, когда все так же продолжается пандемия COVID-19, контроль должен быть всесторонний и жесткий. Даже незначительное упущение может привести к печальным последствиям. Требую усилить все профилактические мероприятия. Призываю родителей быть ответственнее к жизни и здоровью детей, а также ни в коем случае не давать ключи от машины несовершеннолетним. Установлено, что автомашина УАЗ принадлежит родителям одного из пассажиров. Установлено, что на тот момент, когда подросток брал ключи, они лежали на виду. Кроме того, родители подростка, на попечении которых находилось 6 детей, они были в состоянии опьянения и распивали спиртные напитки с 27 июня. Таким образом, отсутствие родительского контроля позволило подростку взять лежавшие в свободном доступе ключи от автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Дзунхемческого района, с участием 7 несовершеннолетних, в том числе один ребенок погиб, следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователь провел осмотр места происшествия. Будут устанавливаться обстоятельства, приведшие к данной трагедии, обстоятельства передачи несовершеннолетнему данного транспортного средства. Для установления причины смерти несовершеннолетнего водителя и других пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза, и будут установлены причины и условия, которые способствовали данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Данное ДТП уже вызвало в республике общественный резонанс. Вместе с настоящим происшествием в Туве с начала года погибло 6 детей. Из них 2 несовершеннолетних водителя и 4 пассажира. В целях недопущения фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва настоятельно призывает родителей и взрослых к ответственному отношению к своим детям и подросткам. Потому что в силу своего возраста дети и подростки, они не понимают, что транспорт является источником, в первую очередь, повышенной опасности. И необдуманные поступки управления, они могут привести к трагическим последствиям. Сайгын Бербю, Артыш Бартан, Мирана Иргит, Тува 24.